Привет, 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 привет. Такое вот уютненькое местечко. Я тут нашел елочки прикольненькие. Птица красивая, моргает. Причем не одна елочка, их дюжина или больше даже. Большой ГУМ. Такие здания древние. Ну как древние? Ну, 100 лет-то им есть уже, точно. Люди ходят. Так, кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? О, один смотрит. Ну как качество-то? Давайте, пишите. Как качество? Пробую. Смотрите, тут местечко такое интересное, такое. Древние кирпичи. Все вот такие строения. Какие-то древнющие. Еще радио какое-то орет. Фаберже. Выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» в музее. Студия йоги и гонг медитации. Сообщение кинул. Там люди что-то покупают. Иду какую вкусную. Все начинается с любви к себе. О, да, я засмотрелся. Дайте. Так. Все в таком старом стиле сделано. А тут начинается, все начинается с любви к себе и непонятно кому. Магазин Флагман. Что там, сувениры продают? Сувениры, да, продают. Всякие разные. Бар-музей. Музей-бар, да? Такое вот уютненькое местечко. Здесь я вам снимаю немножечко. Попробовать пицца. Пицца просто, а тут отель какой-то еще круглосуточный. Так, куда пойти? Давайте вот туда пойдем. В ту сторону. Там он корабль стоит, парусник. Интересно. Сейчас уже вечер. Тут сколько? Мне ничего не отображает. 8 человек смотрят. Всем привет, привет, привет. С наступающим Новым годом. Всех. Решил постримить немножко для вас. Специально. Меланж, сеть кофеин. Вот какая тут иллюминация-то, а? Причем тут такие вот интересные вот эти такой древний какой-то кирпич. Тут смотрите, лопата. Вот это дергать, что-то такое аутентично древнее. Люди ходят, гуляют. Сегодня у нас 30 декабря 2024 года. Вот сейчас он проезжать будет. Что-то непонятно. Тут, конечно, такие бугры. Вот. Главное, бус, и эта палка упала. Главное, что не на голову.
потихонечку иду. Пробую, как проходит качество трансляции. Ну вот выходим. Здесь центральная площадь. О, елочку зажгли уже. Сейчас вам елочку покажу. Вот она, елочка. Мясо, иголочки. Сейчас туда пройдем еще. Я думаю. А, это улица Светланская. Вон там видно мост золотой через бухту, Золотой Рог. Указатели, что где находится. Такая атмосфера праздничная, да, здесь создана. Ну, вкусно, точно. Бывший Макдональдс. Тут кинотеатр Уссури. Там, по-моему, несколько залов. О, блогер, китайский блогер. Кто-то он вещает. Очень интенсивно, очень быстро говорит, без остановки. Уссури. Кинотеатр. До 0 часов работает. Какие тут двери интересные. В стиле модерн, да, это, я так понимаю. Он прямо так тараторит, что просто невозможно. Что-то снимает, там ему пишут. Ну почти как я. Только он с этим, со стабилизатором. А я просто хожу. Поэтому картинка дергается. Московский ювелирный завод. Так, надо перейти через дорогу. А тут так просто не перейдешь, надо по переходу идти. По переходу. Сейчас мы дойдем до перехода, спустимся. Кстати, смотрите, вот этот дом, памятник культурного наследия. Дом товарищества Кунст и Альберт. Постройка начала 20 века. Вот. Представляете, интересно, какие здесь, смотрите, такой тоннель, это переход через здание. По началу 20 века вот это все тут настроено. И чем-то напоминает Питер чем-то. О, дорогущая техника бытовая, пивный борг. Она снимает. Что-то говорит, отвечает, видать, на вопросы. Китайские товарищи ему, видать, вопросы задают какие-то, он и отвечает. Тут остановочка вот такая вот. Видите, какая. Автобусы здесь останавливаются. Музыка тут грохочет со всех сторон. Так, вот здесь разные магазины, насколько я знаю. Отсюда куча, типа универмаг у них, что ли? Ага. Много там всяких магазинов. А мы вот сюда вот спустимся. Тут только по переходику можно пройти. Так никак. Вот площадь революции или борцов революции. Памятник. Здесь и переходим. Так, о, вы что-то пишете уже, а то я не читаю чат, извиняюсь, конечно, за такую наглость. Сейчас почитаю. Так, привет, привет, Роман. Так,
Доброго дня, это вы где? Привет, у нас в Якутске минус 48. Да, минус 50, я вчера уже снял видео. Его, кстати, хорошо посмотрела, там как все в тумане. Угу. Хорошо люди смотрят, не понимают, что такое минус 50. Многим кажется, что это все апокалипсис какой-то. Но ничего, мы живем. Якутяне живут, нормально все. Это мы сейчас находимся в город Владивосток. Город Владивосток, он находится на Дальнем Востоке, кто знает. Тут рядом Япония, Корея, Китай. Вот смотрите, какие здесь интересные. Это еще, видать, Советского Союза такие панно, да? На морскую тематику. Так, сейчас мы поворачиваем вот сюда вот. В переходах тут, кстати, магазины вот такие существуют. Тут можно закупиться и продуктами, овощами, и вот часами крутыми разных крутых фирм. Тут я в туннель зашел, да что-то задержался. Надо их быстро проходить, эти туннели. Смотрите, крабы. Крабы. Чайки. А это у нас... Это... Как оно называется? Плавает в море. Вот мидии, да? Цепи якорные. Корабли. Ну и выходим мы на площадь. О, дамы в шубках ходят, понимаешь. Говорят, шубы молодежь не носят. Еще как носят. Ну, шубы-то они разные. Есть синтетика, есть натуральные, поэтому тут, как сказать, в принципе, шуба это хорошо, но вот смотрите, улицы. У них тут главная улица, такой поток машин. Поток машин. А вот это здание тоже какое-то древнее, Даль-Рыб-Туз. Такое интересное название, Даль-Рыб-Туз. Я даже не знаю, что это такое. Вот это здание похоже у них на... вот оттуда перешли, вот тут переход. Это у них какой-то центральный магазин, тут, короче, все подряд. А здесь остановка. Остановочка. И сейчас вон туда пройдем. К елочке. К елочке пройдем. Так, где тут проход-то? Так, вот здесь киоск. Вот где мы проходим. Вот здесь вот выход написан. Ну, вот так вот проходим. Нам быстрее надо. У него батарейка не вечная. Ну, вот эти вот борцы революции, памятник. Это, конечно, такая мощная постановка вот этих скульптур, такое все. То есть, если еще с металла все отлито, я не знаю, 10 тонн, наверное, 100 тонн, наверное, весит одна только вот эта вот композиция. И там тоже такое все мощное. Ну вот она, площадь. Клоуны ходят, кстати. Страшные клоуны. Так, елка зажглась. Сейчас сразу к елочке идем. Здесь какая-то конструкция с подарком. Блин, музыка хочет. Вот с этих колонок вообще так, надо проходить быстрее. Вот такой подарок. Ну и вот здесь храм. Относительно новый храм. Его несколько лет назад построили. Он большой. Так, я
этот капюшон надел, потому что тут прохладненько уже начинается. Вот она елочка. Ну и вот как сейчас модно делать у елочки вот эти вот. Он пытается его снять, клоуна, а он не хочет сниматься, прячется. Да, за деньги только. За деньги, да, называется. Видишь, все. Он ходит там, мучается. Она его на халяву хочет снять. Никто с ним не фоткается. Он в обиде, конечно. Клоуна себе. Маску клоуна нацепил. И ходит вот так целый день. А тут, честно говоря-то, не так и тепло, чтобы ходить. Вот такая елка. И вот как вот это вот сейчас модно. Вот эти вот делать навесы такие вот. Видно, да? Вот тут так вот. Оно как бы сделано. Так, таким образом они решили вот этот навес. Он небольшой по размерам. Я видел там где-то вообще мощный, чуть ли не от макушки начинают вот эти вот вешать гирлянды. Ну, тут место фотосессий. Дальше идем. Сейчас я вам покажу. Завтра, кстати, Новый год. Кто забыл, напоминаю. Здесь сцена. Ну, просто тут экран такой светящийся. И все. Никто ничего не поет, не играет почему-то. Хотя могли бы какие-нибудь артисты выступать. Почему? Никто тут не выступает. Просто тут они фонограмму поставили, как бы, да? А могли бы выступать какие-то, не знаю, местные артисты, самодеятельностью, что-то. Вот, здесь киоски с едой, конечно. Тут еще каток. Сейчас я вам каток покажу. Так, VPN спасает YouTube. Смотрите онлайн личных видео. Ну да, что-то такое есть. Я слышал. Ну, поживем, увидим. Ну, я так понимаю, что гайки закручивают еще сильнее. Поэтому кто-то знает, как оно дальше будет. Может, вообще его запретят. Хотя, в общем, база очень большая на ютубе. И вот запрещать так, конечно, не очень разумно, я считаю. Красиво, да? Елка. Ну, здесь продают всякие вкусняхи. Булки. Всякие трубочки. Все украшено. Кстати, вот эти натуральные елки. Светящиеся. Всякие штуковины. Ой, тут шумно так. Сейчас до катка дойдем, я вам покажу каток. Сувениры. У меня уже, кстати, рука замерзла. Но не как в Якутске, конечно, там моментально. Лишь бы телефон только не вырубился. Вот, смотрите, как качаются детвора. Прикольно, да? А можно дома такую штуку? Я помню, у нас была дома подобная, но я, правда, маленький совсем был. А тут они приличные такие, большие. А вон там эти парусники стоят. Сейчас, наверное, не видно. Уже темно стало. Тут коньки на прокат, короче, стоят 300 рублей час. 300 рублей час, а потом доплата 150 рублей час. Вот. Здесь берете коньки. Вот коньки, надеваете их. Вот так вот надеваете. Ну и вот здесь вот можно зайти на лед. Как-то его тут наморозили, интересно, как там холодильник, что ли.
под этим льдом. И вот тут вот катаются. Да, его почистить, конечно, хорошо было бы, это он уже весь какой-то заснеженный стал. Периодически надо, я знаю, чистят катки. Так, ну, в Якутске еще до катков-то долго. Еще только в марте, в апреле, да? Только коньки. А здесь вот можно и сейчас покататься на коньках. Так вот по кругу крутят. Кстати, здесь минус сколько, 11? Ну, где-то градусов минус 10, минус 12. Так вот. Довольно комфортно, вот видите, даже без шапок. Кто-то вот. И здесь мы видим здание морвокзала. Оно там идет сзади меня, грохочет. Морвокзал был. Сосны натуральные, действительно. Вот. Такой вот каток. И еще сейчас я вам покажу. Вот такая вот горочка есть. Потом я отключусь, потому что мне надо будет идти уже. Я как бы пробно вышел, а то может еще подстремлю. Он тут даже снежная горка такая. Тут в Владивостоке интересно, минусовая температура, снега нету. И вот смотрите, снег, вот тут сгребли, да, вот куча. И детишки с этого снега катаются. Представляете? Что-то возятся в нем, ага. Вон снег, лед, диковинка. Вот даже с такого. Ну а главное тут вот это вот горка. Вот, кстати, здание, это ихнее правительство тут Владивостока сидит. Вот главная горка. А тут вообще они целыми этими арабами скатываются. Детвора. А тут лед очень такой скользкий. Смотрите, какое сделали. Намыли. Ну тут опасно. Надо это самое. Они еще на скорости. Смотрите. Весело, весело. Ну, все с этими ледяночками приходят и катаются сразу. Ключи. Вот такая забава здесь. Лед. Как-то они тут его налили, но он замерз. И вот здесь еще есть вот эта вот такая зона луна. Тоже тут все фотографируются с ней. Кстати, минусовая температура видно, вот видно, да? Лед действительно как. Так, что вы там написали мне? Ничего не написали. 24 минуты 50 секунд стрим идет с города Владивосток. Сегодня 30 декабря. Немножечко вышел для вас поснимать вот эту красоту владивостокскую делали. Ну хорошо, конечно, такая зона, где можно прямо в центре выйти с детьми там. А, вон еще туда, давайте еще туда сходим. Там еще елочки такие прикольные. Еда там всякая продают.
У меня уже рука-то замерзла конкретно. Я боюсь, что телефон тоже замерзнет. И тогда будет мне плохо. Телефона. Зона 2025. С Новым годом. Вот здесь еще вот эти вот, как они называются, перевозные киоски. И вот елки здесь, смотрите, как. Кстати, натуральная ель. Натуральная ель, причем не одна. Красивая. Так вот. Все сделано. Здесь люди стоят. И вот тут эти баллы продают. Вот аппарат такой есть. Горячие баллы, говорят. Они вкусные. Я тогда пробовал, да? Вот аппарат. Он мне готовит что-то там такое, форма это, да, он наливает как-то вот, вон они, внизу где-то чего-то, механизм такой интересный, это форма, пекет их. Ну, вот такие елочки. Тут еда. Так, ладненько. Все, давайте прощаться с вами. С праздником. Всех наступающим Новым годом. Всем здоровья, мира, счастья, успеха в жизни. Вот Илья Глухов. Тима, привет, как дела твои? Да вот, видишь, зашел тут, решил стрим проверить, как идет. В принципе, идет, да? Я потом еще посмотрю на записи видео, как оно качество было. Так, пробно вышел, ага. Красиво здесь. Ну, больно шумно, правда. Вот видите, да, сколько народу. Ладно, все, давайте, всем пока, до связи. Как выключить его? Вот так крестик, да?